Муса Шанибов, доктор социологии, кандидат философских наук, профессор АГУМ. Родился в городе Нальчик в 1936 году, окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. В разное время работал первым секретарем Баксанского райкома комсомола, секретарем Кабардино-Балкарского обкома комсомола по идеологии, прокурором Терекского района. С 1970 года переходит на преподавательскую работу в Кабардино-Балкарском государственном университете. Защитил кандидатскую диссертацию по философии и докторскую по социологии. В 80-х-90-х годах ведет большую общественную работу как инициатор создания Конгресса кабардинского народа и его руководитель. Муса Шанибов – инициатор создания Ассамблеи горских народов Кавказа, позже переименованной в Конфедерацию народов Кавказа. Президент Конфедерации народов Кавказа Муса Шанибов внес выдающийся вклад в победу абхазского народа в Отечественной войне 1992-1993 годов, одним из первых удостоен звания Героя Абхазии. Муса Мухамедович Шанибов – создатель и руководитель Центра социологических исследований в Кабардино-Балкарском государственном университете, 1974 год, первый заведующий кафедрой политологии и социологии Абхазского государственного университета с 1994 года, автор 17 монографий, около 100 научных статей. Добрый день, Муса Мухамедович. Добрый день. С окончанием грузино-абхазской войны завершилась история Конфедерации народов Кавказа. Почему? Задачи, которые были поставлены перед конфедерацией, это была прежде всего защита Абхазии от внешней агрессии. Эта задача была выполнена. Другие проблемы, которые возникали на Кавказе, они не требовали вмешательства конфедерации. Конфедерация не распущена, но она приостановила, не работает. Ну скажите, если бы Конфедерация народов Кавказа сохранилась бы, да, и она продолжила бы свою деятельность, она могла бы предотвратить северокавказский кризис? Если бы так, как конфедерацию понял Верховный Совет СССР, если бы это поняла бы новая Россия во главе с Ельциным, то все проблемы, которые были тяжелыми, ужасными на Северном Кавказе, конфедерация в состоянии была предотвратить. Кто создавал Конфедерацию народов Кавказа не в смысле персоналии? Элита какая-то, это интеллигенция, это интеллектуалы, это эрудированные представители наших народов. Кто это были? Вот в этом смысле. Значит, смотрите, начиная от ассамблеи, переход к конфедерации горских народов, а затем и народов Кавказа, душой, организаторами, идейными носителями этого объединения, мощного и могучего объединения, были национальные интеллектуалы, была национальная интеллигенция, которые уже ко времени создания этой организации проявили себя как организаторы мощных национальных движений. Поэтому это были не случайные люди. И поэтому, когда они, имея опыт создания своих национально-демократических организаций, мы собрались здесь, без большого труда удалось получить их согласие на создание конфедерации. Спасибо большое. Вас ждут студенты. Кстати, в аудитории ни одного свободного места нет, и многие студенты вернулись обратно, ушли. Они очень хотели вас послушать. Удивительно. Удачи вам. Я благодарю вас. Благодарю. Здравствуйте, молодое незнакомое племя. В эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. Гость нашей программы – профессор Абхазского государственного университета, кафедры политологии, экс-президент Конфедерации народов Кавказа, герой Абхазии, человек-легенда Муса Шанибов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Ну, товарищи, я назвал вас словами великого поэта «молодое незнакомое племя». Действительно, вы о нас что-то знаете, но мы о вас плохо знаем. А перед педагогикой стоит проблема, большая проблема, которую социология ставит. Педагогика должна исходить не из своих импульсов, своих принципов, а с понимания воспитуемого. Вот это переворот социология требует, его трудно сделать. В какой-то степени только в других сферах и по-другому это будет сделано, если возможно, будет моя лекция. Лекция по существу импровизация на основе 19-й монографии и 55 лет научно-политической деятельности, в том числе и участие в этой тяжелой, ужасной истребительной войне против абхазского народа. Я условно разделил лекцию на две части. Первая часть – я хочу глазами социолога показать вам, как социолог смотрит, а вы это сравните с тем, как вы на это смотрите, на те проблемы, которые вот на днях на наших глазах происходили, отмечая 20-летие, да и в прошлом году 20-летие начала войны, а в этом году победного ее окончания. И вторая часть будет состоять из некоторых материалов, которые являются инновационными в социологии, в области социологии, и непосредственно выходят на политическую практику. То есть мало кто спрашивает, откуда эта конфедерация взялась, а почему она образовалась. Оказывается, я забегая вперед скажу, товарищи, конфедерация была продолжением научной деятельности в Нальчиковском университете, что мы делали в течение 20 лет перед тем, как конфедерация была создана. Я хочу немножко об этом более подробно сказать. Значит, итак, вот наш взгляд, как мы смотрим нашу великую победу, то, оказывается, там все смотрят, все анализируют. И художественное слово говорит об этом, и поем мы об этой великой победе. На Западе говорят, итальянцы – поющая нация. А я говорю, товарищи, самая поющая, прекрасно поющая нация на Кавказе – это абхазы. Значит, мы и поем об этой великой победе, поем о наших страданиях, поем о героях, о погибших, о матерях, об отцах и так далее, о государстве своем и так далее. Значит, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда мы осваиваем вот эти, я не стал все перечислять, может быть, ниже что-то скажу, вот эти формы восприятия, освоения, усвоения, а нам это необходимо для того, чтобы верно оценить прошлое, строить настоящее и проецировать на будущее. Сразу три вот этих важнейших проблем, которые перед каждым поколением становятся, сразу социология говорит вот так. Надо нам, ну, историки говорят, это социология прошлого, мы говорим, историки. Но говоря о прошлом, они говорят о настоящем, в какой-то степени проецируют и эти импульсы, которые были в прошлом, и на будущее тоже. Но социология – это наука, которая обращена в будущее. И прошлое, и настоящее социология изучает ради будущего. И поэтому, вот если мы посмотрим на наши проблемы, вот из всех форм освоения, изучения факторов нашей победы, прежде всего мы должны вспомнить о политическом аспекте. Политика. Что политика делает? Что происходит с политикой? Я сам, товарищи, после войны в 1994 году был направлен сюда, в нашем университете, Нальчике, ректором для восстановления университета. Я не в этом, а в другом большом зале читал всему составу университета цикл политологии. Притом рядом со мной стояли два автоматчика, а я сам был тоже вооружен. Времена были тяжелые. Вот так первую лекцию я читал студентам возрождающегося университета. Вы можете себе представить сейчас, что здесь ни одного стекла, вот Константин, наверное, помнит, ни одного стекла не было во всем здании. Только на кафедре политологии, и только одна кафедра это имела окно, окне
было стекло. Вот в таких ситуациях мы начали работать с новым поколением. Я только сейчас от совещания, ректор, он проводил совещание с участниками Отечественной войны, и он вспоминал об этих тяжелых временах, а сейчас, товарищи, 20-летия, эти поколения, которые принесли, те, которые ушли из жизни, лучшие погибли, они шли в бой. Быстрее всех и раньше всех, и бесстрашнее всех. Те, которые получили всю жизнь в молодые годы, не имея семью, в молодые годы стали калеками и навсегда остались таковыми. А все участники, которые видели этой ужасы, имеют психологически такой стресс, который вообще по всей жизни они вынуждены потом пронести. Я помню, когда однажды вот здесь мы провожали морской десант Ибрагима Яганова, кабардинский был десант. Мы его провожали. Ребята откуда достали, я не знаю. Нашли гармонистку, и гармонистка играла там песню, известную кабардинскую песню. Какую вы думаете? Синана. Песня о бабушке. Синана. Они пели Хабисимова. Эту песню пели. Значит, это были юноши, это были дети, которые любви не знали, своих детей не прижимали к груди, не продолжили развитие своего рода. Вы знаете, катастрофическая демографическая ситуация в Абхазии, да и на Северном Кавказе тоже. Значит, вот эти проблемы, которые мы преодолели, трудности, которые мы преодолели, и победы, которые нами достигнуты, если с позиции социологии, товарищей, прецедента в мире нет. Это мы должны знать. Сравнить не с чем. Я как-то на вечере, посвященном презентации книги о великом полководце народов Кавказа, кабардинском князе Султане Сосналиеве, я тогда сказал так. Премьер-министр выступает и говорит, что наша победа была заранее предрешена. Когда мне дали слово, я сказал, наше поражение на 100% было предрешено. Потому что, товарищи, весь мир был против Абхазии. Все были на стороне этого обманщика, этого мошенника Шеварднадзе, который был вторым лицом в развале Великого Советского Союза. А развал Великого Советского Союза Запад был готов носить на руках, кормить и что угодно для него делать. Но если это так, весь мир был Шеварднадзе, Шеварднадзе был Ельцин. Ельцин и его команда абсолютно. Вы детали, если тут, очевидно, есть историки, да, очевидно, и на занятиях эти факты проверяют, товарищи, сколько раз он останавливал и сколько раз он подводил под то, чтобы обязательно Абхазия проиграла эту войну. Значит, президент, я сравнивал его, помните, в истории был случай сказания о 30 спартанцах царя Леонида Спартанского. Когда он выступил против 200-тысячной армии персидского царя Кира. 300 спартанцев. Товарищи, наше положение было хуже. Наше положение хуже. Но спартанцы погибли, мы победили. Почему победили? Потому что мы сумели идею единства оседлать. А идея, если его время пришло, это настолько сильно, ничего сильнее нет. Ибо человек живет идеями, мыслями человек живет. Что он думает, его идея, это направляющая. Вы помните, великий француз, основатель новой науки Рене Декарт говорил, я мыслю, следовательно, существую. Я к этому добавляю, я мыслю, следовательно, я существую и действую. Мы это здесь организовали. Мы сумели поднять Абхазию. Старшее поколение спросите, что мы тут проводили, как мы встречались, как мы знакомились. А 200 лет нас разрывали. Мы потом провели соответствующую работу с 30 общественными организациями Северного Кавказа. Получили их согласие, что Абхазии надо помочь, нам надо себя защитить. Притом мы говорили, начинается с Абхазии. В XIX веке Кавказская война начиналась с Кабарды. Кабарда, который в 1557 году заключила династический брак с Иваном Грозным, вошла в военный союз с Россией. Первым Российская империя нанесла удар по
Кабарде, и с 300-тысячной Кабарде было сделано 30 тысяч. От Пятигорска до Армавира было выжжено 200 сел. 200 черкесских сел. Тогда, товарищи, на помощь Кабарде никто не пришел. Поймите теперь, что произошло. Мы, новое поколение, мое поколение, которые это немножко знали, мы поняли, опережающие поняли, не все, правда, поняли, что надвигается новая волна против остатков, которые, значит, сохранились после первой этой ужасной истребительной Кавказской войны. И мы это объединение... И еще руководствовались еще другой истиной. Идея объединения, что надо было? Она хорошая, но ее надо было сделать достоянием масс. Если идея становится достоянием масс, то это становится материальной силой. Вот мы, старшее поколение, знаем, Маркс об этом вот так говорил, сейчас его втоптали в грязь. Это великий человек. Это великий человек. И мы сделали, товарищи, что именно идея нашего объединения, идея необходимой помощи Абхазии, ибо с Абхазии начинается апперидеты, мы видели, 3 года уничтожали Южную Осетию. Такая и сюда мы знали уготованной Абхазии тоже. И поэтому мы спешили. Затем мы сюда приехали, представители 7 народов, притом ингуши приехали, сперва они заехали в Тбилиси. Там посидели с грузинами, сказали, самозванцы поехали в Абхазию, в Сухум, мы сорвем, никакого съезда там не будет. И мы здесь собрались, товарищи, и ингуши выступали против, но чеченцы заняли удивительную революционную позицию, успокоили ингушей, но, товарищи, Абхазии были очень осторожны. Нам удалось сделать его съездом и организовать Ассамблею горских народов Кавказа. А затем следующий съезд прошел в Нальчике, следующий съезд здесь мы должны были проводить. Чеченцы подготовили программу усовершенствования уставных вот этих материалов Ассамблеи. Я тайно, чтобы никто не знал, потому что те, кто знает, они обычно мешают, составил проект превращения, преобразования Ассамблеи в конфедерацию. Из чего я исходил? Вот в социологии известно так называемое ролевое поведение. Есть даже теория личности, основанная Игорьком, основанная на ролях. Вот какие роли человек исполняет, таковым становится и человек, говорит крупнейший социолог России Игорьком. Так вот, но юристы другое тоже знают. Если роли распределяются, человек входит в роль. И когда чеченцы доложили, в Ишерах мы там на спорткомплексе заседали, представитель делегации на следующий день съезд, когда чеченцы доложили свой, значит, проект усовершенствования, я говорю, есть кабардинский проект. А кабардинская делегация моя не знала об этом. И все ополчились против меня. Мы там до 4 часов утра. Я пытался доказывать им, что в истории, товарищи, нет, смотрите, как бы мы социологически не смотрим на фоне всемирной истории, столько здесь беспрецедентных явлений, что действительно, если у нас найдется такой писатель, политический, значит, писатель, со мной, вот Игорь Мархуба, историк Конфедерации народов Кавказа, человек, который мы обязаны, что о конфедерации есть очень много достоверных, даже дневниковых записей по дням, по часам. Но нам нужен еще другой обобщающий, такой как Шекспир, такой как Бальзак, такой как Толстой, такой как Шинкуба или Дзизария. Вот такие. Оказывается, в мире нет прецедента создания конфедерации народов Кавказа. Нигде нет, посмотрите историю. А мы его создали. И что оказалось, товарищи, смотрите. А затем дальше смотрите, что происходит. Затем конфедерацию, когда меня арестовали, посадили. И потом следователь, юрист есть здесь? Нету, да? Следователь по особо важным делам прокуратуры Российской Федерации, когда уже 3 дня они меня таскали по одиночным камерам, это для того, чтобы обезглавить конфедерацию и чтобы исключить оказание дальнейшей помощи Абхазии. Наконец, они садятся передо мной, а перед этим 50 тысяч кабардинцев стояли на площади, и 27 сентября они навязали бой спецназу. Там женщина погибла, 7 человек были ранены. И интересно тебе, смотрите, как они на нас смотрели.
полковник Иванов, мой тюремщик, который меня держал, говорит, Шанибов говорит, я был во всех, нет, Юрий Мухамедович, он говорил, Шанибов, я сперва Шанибов был. А после того, как он увидел этот бой кабардинской молодежи, он говорит, я был на Кубе, я был в Тбилиси, я был в Алмате, я был и так далее. Везде видел эти драки, но нигде не видел такой смелой молодежи, говорит, как кабардинская. А что это может быть? Он подумал, говорит, это, наверное, от внутренней нравственной чистоты. Товарищи, мы кавказцы другие, мы особенные с вами. Мы особенные. На всякой цивилизации западной и восточной мы выбрали гуманизм Запада и адамиатизм Востока. Вы знаете, за 1000 лет до Запада Восток дал обоснование, что такое человечность. Великий Саади сказал так. Все племя Адамова, тело одно, из праха единого сотворено. Если только ранена часть, то всему телу в трепетание впасть. Над горем людским ты не плакал вовек. Так скажут ли люди, что ты человек? Вот великий поэт выразил это, то, о чем мы думали. И поэтому мы с вами можем плакать над чужим горем. Мы не можем в нашем присутствии допустить, чтобы слабый оскорблялся, слабый унижался, слабый уничтожался. И вот здесь Шеварднадзе, этот знаток белый лис его называет. Он говорил, не будет народа, который готов был бы умереть за другой народ. А такие народы пришли. Они были здесь. Они умирали, они победили вместе с великим абхазским народом. Потом, смотрите, мы пошли дальше. Конфедерация начала вот так работать. Мы во всех столицах проводили сессии парламента и президентского совета. Лучше всех нас встретил адыгейский президент Джеримов. Аслан Джеримов, великий человек, великий адыг, великий черкес. А затем, слушайте, это с помощью абхазских товарищей дело дошло, Верховный Совет СССР оказался следил за нами. И Верховный Совет говорит, давайте под эгидой конфедерации мы проведем съезд малочисленных народов СССР. И впервые мы такой съезд провели в зале заседания Верховного Совета СССР с участием всех руководителей Верховного Совета СССР и РСФСР. Все депутаты от автономии в СССР и РСФСР были в нашем съезде. Такой авторитет и такое уважение, товарищи. Наша организация, которая была создана в Абхазии, она получила, и мы сумели сделать нашу идею, а потом я говорил, вот, может быть, если слушали мое выступление на торжественном заседании, 43 народа принимали участие в работе этого первого съезда малочисленных народов. 33 народа из них прислали своих по 2, по 3, некоторые мало, а некоторые чеченцы, кабардинцы и другие достаточно тысячи прислали своих воинов. Мы сумели сделать, теперь имейте в виду, идею сделать достоянием масс, достоянием народов. И поэтому сейчас, вот исходя из этого, я хочу сказать, я не буду время тратить, затем по всему Кавказу мне задавали вопрос, и Ирина Агрба, она делает Абхазский народный университет. Вы знаете, Академия культура, телеканал «Российская культура» тоже передают вот эти лекции. Но, товарищи, там лекции слишком академичные. А Ирина Агрба находится в центре этой жизни прямо. И я счастлив, что она была одной из 6 абхазских девушек, абхазской амазонки. Без этой группы Ирины Агрба, которая была при конфедерации штабе, членом которого был и Игорь Мархоба, товарищи, они стали сестрами, матерями, отцами, снабженцами, поварами, кормильцами, чем угодно для этих тысяч ребят, которые в тапочках переходили через хребет и шли сюда на спасение Абхазии. И теперь то, что она делает, вот эти передачи, мы должны теперь будущее, я немножко скажу потом, товарищи, в будущем у нас очень серьезные проблемы.
И для того, чтобы эти проблемы еще победить, еще повторить эту победу, и не дать возможности нашим врагам отправить на кладбище политической истории эту нашу великую победу, нам нужно обеспечить, продолжать объединение, единство наших народов. И поэтому, Ирина, все передачи потрясающие, которые вы серию делали по конфедерации, все, что вы делаете, их надо записать на диски, их надо, товарищи, по всей России, по всему Кавказу запустить. И вообще сейчас я должен сказать, в отличие от всех остальных праздников, которые провели, 20-летие стало выдающимся мероприятием. Мероприятия, которые провели, это народы должны знать, что Абхазия, опомнившись, перевязав раны, еще кровоточащие раны, Абхазия воздает должное героям, тем, которые пришли и помогли эту великую победу сделать действительностью. И поэтому эти материалы они должны получить, и их надо распространять. Я был первый, который попытался обобщить грузино-абхазскую войну. Я написал небольшую брошюру здесь, когда заведовал у вас в университете кафедрой, книжку под названием «Победа единства». Товарищи, мы должны политически прежде всего осмыслить. Что это означает политически осмыслить? Я затронул только два вопроса. Я слежу в меру возможности, хотя занимаю нейтральную позицию за всеми выборами. Это великое дело, товарищи. Во время выбора Багаш, вы помните столкновение, которое было и которое блестяще преодолели, дело могло кончиться так, как это имело место в Чечне. Чечню довели до катастрофы вот таким столкновением оппозиции и власти. И поэтому, если мы с вами в этих программах видим, что каждая партия хочет делать, это великое дело, что столько партий. Но сейчас говорят, постиндустриальное общество идет деидеологизация. Пожалуйста, не верьте и имейте в виду, дорогие друзья, все страны, которые оказываются в нашем положении, в том числе и Россия, великая Россия, с его неограниченными материальными ресурсами, нуждаются в идеологии. Должна быть идеология нового абхазского государства и нового абхазского общества. Она должна быть разработана всеми партиями с участием науки, с участием специалистов в этой области. Значит, мы не можем подпевать и сказать идеологию. Он разоружает нас, тот, кто говорит, идеология нужна. Значит, нам идеология нужна. Второй момент, который я хотел бы отметить. Если такая идеология будет, то мы будем оценивать свою историю очень эпизодически, функционально, по результатам и так далее. Ну, например, сейчас... Я думаю, что Ирина большие трудности испытывает в отношении самого важного, одну из самых важных. Товарищи, два человека сыграли роль, которую нетрудно оценить. Если бы Султан Сосналиев, министр обороны Конфедерации 15 числа, вместе с 17 кабардинцами не прорвался через Гагры, занятые грузинами, и не явился в Гудауту, а когда он в Гудауту пришел, ничего не было в Гудауте, товарищи. Первый он зашел и сказал, это штаб. А потом Арзенбах рассказывал, говорит, мне говорят, что какой-то полковник там сидит, штаб создал. Арзенбах говорит, я пришел, а он же за ним охотились с грузиной, и мало кто знал, где он находится. Я вот пришел, смотрю, этого полковника я узнал. А этот полковник в апреле, когда Грузия подвела, Госсовет подвел кенгуру войска, я приезжал с этим полковником Сосналиевым сюда, и мы договаривались, что в Абхазии война будет, говорили мы в конфедерации. Мы ни минуты не сомневались в том, что война будет. Но, товарищи, среди руководства Абхазии мало кто верил в том, что война будет. И если бы мы не создали бы единицу, такую должность, роль, министр обороны Конфедерации народов Кавказа. И, товарищи, представьте себе, пофантазируйте, не было бы Султана Сосналиева. Вслед за этим прибыл 22 числа, это и Кильба тогда тоже
Иногда говорят, когда анализируют историки, ну, это характерно только для вас, это для всех. Вместе с султаном, говорит один историк, прибыл Мохаммед Кильба. Нет, султан прибыл один с кабардинцами, Мохаммед Кильба, Абазин прибыл только 22 августа. Но сейчас такие неточности, я не буду на них сосредотачивать ваше внимание. Мы конфедераты, особенно кабардинцы, я опубликовал, вы можете посмотреть, ответ мой Яганову, Ибрагиму Яганову, Юрий Шанибов, Ибрагиму Яганову запустили, кажется, в интернете. Я там говорю так: товарищи, во имя Абхазии мы, кабардинцы, кто это понимает, должны прощать любому абхазу все, что бы они с нами не делали. И когда Яганов, прославленный полевой командир, герой Абхазии, и когда из какой-то обиды он едет, начинает и говорит: я не хочу с грузинами воевать, я хочу с ними дружить. Вот мой ответ вы увидите, прочтите мне этот текст, посмотрите. Теперь вот это конфедераты, которые Россия тогда нас объявляли в Нальчике, мы были наркоманы, мы были алкоголики, мы были сумасшедшие. Вот сюда приезжал, чтобы забрать всех кабардинцев Нахушев, тогда бывший вице-премьер. Сейчас он статьи пишет, и его награждают Абхазским орденом. Самое глубокое исследование этой войны и вообще ситуации за последние 200 лет социально-политической ситуации сделал великий абхазский исследователь Георгий Николаевич Колбая, мой старый друг. Его книга называется «Сочинская олимпиада в геополитике». Около 600 страниц в этой книге. Товарищи, и вообще такая книга, она бесподобна. Это великая книга. Ну, например, грузины говорят, там, значит, братство с чеченцами. Колбая приводит данные самих грузин: 55 настоящих генералов и ставших потом после уничтожения генералами, грузинских генералов, принимали участие в уничтожении западных черкесов. А теперь они говорят: мы братья черкесов, а Абхазия это случайно, это Абхазия, оставьте Абхазию, давайте будьте нашими братьями. Таким образом, Колбая что говорит? Колбая говорит: после того, что произошло в Южной Осетии, когда российские войска принудили к миру Грузию, статус, правовое положение, политическое звучание, добровольческое движение в Абхазии категорически меняется. Вы согласны? Мы, наши конфедераты, наши добровольцы сделали в Абхазии то, что российские солдаты сделали в Южной Осетии. И нам нужно сделать таким образом. Это надо, чтобы и общественность университета, и Министерство иностранных дел. Я обращусь, наверное, и моему знакомому, очень нам дружному с нами, и послу России Семену Григорьеву. Мы должны сделать таким образом, чтобы конфедераты наши были приравнены к российским солдатам, которые... их деятельность, их борьба была совершенно разная. Товарищи, оружия нет, питание скудное, одежды нет, холодно и так далее, ну что угодно. А теперь наши ребята в таких бесчеловечных условиях они боролись. А российские солдаты, у них все было. Поэтому мы должны, это будет политическая переоценка. Политическая переоценка. Я был в частной школе. Вот с Наной мы там были, конфедераткой тоже. Где-то сколько? 30-35 мальчиков, девочек до 8 класса выступили с докладами по добровольцам. Я ночью пришел домой и не мог спать, насколько я был потрясен. Насколько умно, грамотно, красиво дети нашли материалы об этих добровольцах. Вот если это будет, если молодое поколение узнает, студенты будут знать, товарищи, наше единство будет вечная и нерушимая. Анализируя теперь о научной немножко части, я боюсь усложнить. Социология переживает сейчас, товарищи, очень критический период. Дело в том, что
традиционная ортодоксальная социология, которая до сих пор миром правила, эта социология уже не дает результатов исследования, которые обеспечивали бы развитие капитализма. Вы знаете, капитализм переживает системный кризис, настоящий системный кризис. Например, самая богатая страна Америка – около 4 триллионов долларов государственного долга. Если те, которые судили, в том числе и Китай, которые дают этот, в том числе и мы, 92 миллиарда им дали долларов, если потребуют, абсолютно Соединенные Штаты Америки становятся банкротом. Значит, и что по этому поводу социология говорит? Возникла, товарищи, в третьей части 20 века новая социологическая наука под названием миросистемный анализ. Ну, еще можно, если это было нам понятно по социологии, можно назвать это макросоциология. У него дальняя история, это начинается с Франции, с Фернана Бруделя, которые создали аналог истории, а потом, значит, удивительные вещи. И при том, что они сказали? Основатели этого, французы, сказали, вот тут историки есть, наверное, значит, они говорят, историки, говорят, исследуют пыль истории. Под этой пылью, говорят они, миросистемный анализ говорит, тянутся процессы и явления столетиями и тысячелетиями. Оказалось, социология ни в какой степени в этот нижний уровень не опускается. Поэтому социология анализировала вот этот верхний ярус. И притом, и он говорит, капитализм себя изжил. Речь идет не о том, что капитализм возродится и снова рванет в историю. Речь идет о том, чем мы заменим хаос, который испытывает сейчас капитализм. Другой великий классик французский человек, если Пьер Бурдье с тобой поздоровался на Западе, на конгрессах всемирных, то этот человек медленно получал профессорскую мантию. Вот такой великий человек, который на весь мир влиял. Этот человек сказал, вся до сих пор существующая от Аугуста Конта по Парсонса, Вебера и так далее, вся эта социология, говорит он, занималась только исследованиями в интересах господствующих. Либо помочь им господствовать дальше, либо их спонтанную психологию, социологию сделать научной. Товарищи, в течение 50 лет я занимался этой проблемой. Притом я очень рано стал прокурором. Мне обещали генеральские погоны, должен был стать прокурором республики и так далее. Но я сказал, больше сажать никого не буду. Я пойду в университет, займусь социологией, попробую найти, каким образом мы погибаем. Я понял, что мы погибаем. Чем больше кричали от академика, академия выжила, товарищи. Академики миллионы томов писали о том, что развитой социализм вот-вот грянет коммунизм, а на самом деле советское общество погибало. Это мы заметили. Я назвал кратоцентризмом то, что осудил Пьер Бурдье, кратоцентрической социологии, то есть они работали на власть. Разница какая? Социолог исследует, находит истины определенные, дает руководителю и говорит, вот причина ваших неудач, если вот так будете делать, будет хорошо. И действительно это работало в течение последних 200 лет. Сейчас не работает. Не работает. Что мы... Я назвал нашу теорию хомоцентрической. Хомо – человек. Человекоконцентрированной, личностно-концентрированной социологией. Мы подошли с другой стороны к этой проблеме, со стороны человека. И что оказалось, товарищи? Оказалось, что при советской власти мы доказали это исследованием на базе хомоцентрической социологии, доказали, что готовы наше население настолько образовано и настолько просвещено, и насколько политическая культура у них вышла, они будут действовать, но и мешают. И на основе самоуправления
Я попытался в университете Великий Платстанов, он рано ушел из жизни, бывший ректор, один из крупнейших его, вот Филиппа сейчас председатель ВАК, он стал недавно, Руден, Российский университет дружбы народов, он ректор там. Он называл нашего Платстанова учителем всех молодых ректоров России. Он это понял и говорит, действуй. И мы создали, я на 9 факультетах выступил и сказал, ребята, никто вам не приказывает, сколько вы можете, приходите, мы создадим свое малое государство. Мы создали малое государство, и получилось так, что... А партком говорит, Шанибов, вы недавно пришли в университет, никто к вам не придет, оставьте, прекратите. И когда они пришли посмотреть на вот день, когда мы назначили собрание, по 10-15 минут я выступал на этих собраниях, 200 человек пришли, с позором весь партком бежал оттуда. Мы создали, что оказалось? Потом мы создали студенческое государство. На малом сейчас, товарищи, вот этот макросоциология, вот этот миросистемный анализ говорит, от государства и общества надо перейти к пространству и времени. Мы перешли к пространству и времени. Пространство мы сузили до предела. И все, что государственные органы делают, сосредоточили на этом маленьком коллективном пространстве. И время сказали, не то, что там следствие идет 2 месяца, нет. Вот случай случился, и студенческое самоуправление его рассматривает. 200 студентов жили вот у нас в ваших общежитиях. Товарищи, там впервые было, у нас есть ботанический сад, не такой прекрасный, как у вас. Университет имеет ботанический сад. Они обнаружили впервые в Нальчике, что это стал змеятником и стал распространителем анашей. Ребята, сами, а так как было плохо в общежитиях, студентам было плохо, опорный пункт милиции у нас создали. Ребята разгромили, навели там порядок. Упразднили опорный пункт милиции. И вот это общественно-политическое вот такое коллективное самоуправление за 2 года сумело полностью прекратить преступность. И нам пришлось заниматься танцами. Для девушек ректор закупил 12 машинок, вот этих швейных. Организовали кружок швейной машины. А джигиты с ипподромом договорились, мы там наняли 15 лошадей и занимались джигитовкой и так далее. Товарищи, после этого я это внедрял по всему Советскому Союзу. От Мурманска до Улан-Удэ. Затем никто не спрашивает. Но принципы, которые за 20 лет было найдено у студентов, у школьников, у ПТУшников, и в МВТУ московский я его внедрял, в Петербурге, в Ленинграде. Вот это я внес в Конфедерацию народов Кавказа и в Ассамблею малочисленных народов Советского Союза. То есть мы дали науку, которая работает. Первое исследование, которое, когда я прокуратуру бросил и пришел в университет, я его назвал так, исследование. Влияние изучения общественных наук на общественную активность студентов. Студенты ответили, после изучения общественных наук у нас начисто отпадает желание заниматься общественной деятельностью. То есть вот эта история партии, научный коммунизм и так далее, все, что мы тогда изучали, товарищи, отвращало молодое поколение от политической деятельности. Теперь же вот я, дойдя до определенного возраста, я подумал о том, что где мы можем по-настоящему развернуть вот этот человеческий фактор. В Абхазии, где свобода завоевана дорогой ценой. В 1910 году я приехал сюда, отказался от лекций в Нальчике, и на полставки я стал профессором кафедры, которую я сам открывал. И мы трижды внедряли, я трижды внедрял, есть материалы положения о конфедерации студенческих самоуправленческих организаций. Я использовал название конфедерации, впервые мы так назвали. И трижды, значит, мы ее запускали, и трижды, товарищи, она не заработала. Если удастся, еще силы хватит, то мы вот это создание на основе новой социологии, новой науки, работающей. Когда социолог исследует, идет и говорит, вот я исследовал, вот что можно сделать. Станьте рядом со мной, и я вам покажу, как эта наука работает.
Такая наука есть, она у вас на кафедре, эти книги, товарищи, лежат. Поэтому я буду рад, если удастся, значит, нам еще или даже здесь запустить, или в одной из школ. И в заключение тогда имейте в виду, здесь НАТО готовит, помните, Чехов говорил, если на первом акте висит ружье, во втором акте оно должно выстрелить. Если бы натовцы ушли бы, мы могли бы поверить заверениям дружбы грузин. Но натовцы работают, готовят их войска. Сегодня старший лейтенант ко мне подошел, узнал меня, поприветствовал, и интересный разговор с ним состоялся. Он не знает, оказывается. Я говорю, великое дело, парад, который сделали. За это правительство обнимать надо. Это великое дело. Какой парад был, все передачи я смотрел. Но, товарищи, следующая война будет техническая. То есть, прочтите Трошева, книга называется «Моя война», которую разгромил во Второй войне Чечню. Он говорил, мы били так, что чеченцы нас не доставали. Бомбами, ракетами уничтожали, сравнивали с землей. Из 327 сел 300 сел были сожжены. Они не могли достать, говорит, мы их доставали. Чтобы мы, будучи встретили подготовленными, дай Бог, чтобы... А если мы будем подготовлены, товарищи, они не полезут. В контактном бою, вот НАТО исследовал, я читал, генерал-полковник Шаныба из Измитского военного округа командующий в Турции был, он мне показывал. Нет в мире армии, говорил он, кто мог бы одолеть северокавказско-абхазскую армию в контактном бою. Контактного боя не будет. И поэтому я еще раз тогда поздравляю вас с великой победой. Радуюсь тому, что вы в новое время приходите. Завидую по-доброму вам, что в новых условиях вы построите новую Абхазию, новое государство и создадите новое процветающее общество. Спасибо. Скажите, пожалуйста, почему ингуши решили сперва посетить Грузию, а затем встать против Абхазии, в то время, когда чеченцы и другие народы Кавказа встали на помощь нам и оказали огромную, большую помощь нам, абхазам? Честное слово, я это тоже не понимаю. Слушайте, милый товарищ, когда ингушей и чеченцев, болгарцев, карачаевцев вывезли, то их земли были переданы Грузии. Поразительно. Несмотря на это, товарищи, болгарцев здесь было 2 человека. Мне стоило очень много. И болгарцы, все земли болгарцев были переданы Грузии. Ингуши и болгарцы предъявляют претензии территориальные. На Кавказе их никто не поддерживает. Грузия их поддерживает. Понятно? Грузия их поддерживает. Грузия заинтересована в том, чтобы мы сталкивались. Не только Грузия, чтобы мы столкнулись. Я не буду называть, не удостою называть его. Он руководитель крупной партии, 6 миллионов за него голосует. В своей предвыборной уже определили, предвыборной программе он записал, к 2030 году на Северном Кавказе ни русского населения не остается. Дагестан уходит в Иран, Чечня уходит в Грузию, Северная Осетия уходит в Южную Осетию, а остальные ингуши, кабардинцы, 9 народов, примерно около 1,5 миллиона, говорит он, отправляются в Абхазию, сюда к вам. Можете себе представить? Все оставили, взяли сухой паек, и 1,5 миллиона пришли к вам сюда. Это мошенник, это крупный мошенник, он запускает в голову обывателя. Генерал Бепаев, товарищи, что интересно, генерал Бепаев, бывший заместитель Патрикеева, командующий Закавказским военным округом, все оружие, которое было передано Армении и Азербайджану, прошли через его руки. То есть война на истребление между ними, там Бепаев. 400 вагонов снарядов, 250 танков, в
том числе запрещенные игольчатые снаряды. Первый бой на Бзыбе, Сергей Закан рассказывал об этом. Помните? Там был отряд такой. Это первоначально отряды были такие. 60 кабардинцев, 5 абхазов. Или 2, или 1 там армян. Там впервые погибли 2 кабардинца. 2 героя. Науржанов и Кануков. Бипаев как-то проговорился, сказал: я же, говорит, сказал грузинским войскам не переходить в месту. Значит, к Патрикею ушел и Соляне, и Китавани. Из 20 тысяч преступников, которые были в тюрьмах Грузии, 18,5 тысяч были выпущены, одеты в военную форму и отправлены: уничтожайте, кромсайте, насилуйте Абхазию. И это все войска, оказывается, направлял Бипаев. Вы хорошо слушали, и я немножко вышел, может быть, за пределы. Искренне большое вам спасибо. Я желаю вам мыслить, а если мыслишь, что страдаешь. Если страдаешь, то принимаешь верное решение. Это страдание должно быть в мышлении и деятельности. Желаю вам удачи, желаю вам успеха. Я считаю, что Конфедерацию народов Кавказа создавали в свое время эрудированные, интеллектуальные представители кавказских народов, представители элиты. Ну, конечно, не вся элита, а представители элиты. Самое главное то, что Кавказскую конфедерацию создали силы умеренные, я так думаю. И Конфедерация народов Кавказа никогда не стояла на радикальных позициях. И то, что после нашей победы, после нашей войны Конфедерации народов Кавказа не стало, мне кажется, что это в какой-то степени, конечно, она выполнила великую миссию, но после нашей войны в 90-х годах началась радикализация политических процессов на Северном Кавказе. Возможно, что если бы и дальше свою деятельность продолжала бы, если бы вообще историкам непозволительно говорить, но мне кажется, что Кавказская конфедерация могла бы сделать очень много для предотвращения северокавказского кризиса. В лице Конфедерации народов Кавказа, которая ушла с политической сцены, мне кажется, что и Москва потеряла институт или сторону, с которой она могла бы вести адекватный диалог. Блестяще. Спасибо вам большое. Блестяще. Это была кафедра лекций на абхазском телевидении. До свидания. Ага.